Вот как не присоединиться к таким словам хорошего всем дня и наступающим хороших выходных всем, кто смотрит новый день на канале НВК Саха. Мы продолжаем наш эфир. У нас в студии весьма интересные гости. Это врачи-хирурги, которые расскажут в целом о развитии хирургии и хирургической службы в Якутии. Это Александр Петрович Петров, заместитель главного врача Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, кандидат медицинских наук и заведующий хирургическим отделением той же больницы Василий Петрович Игнатьев. Доброе утро. Хирургия, мы наслышаны из средств массовой информации, шагает в Якутии семимильными шагами. Многие операции уже проводятся здесь без выезда за пределы Якутии. О чем еще, о каких новинках предстоит поговорить в ближайшее время на научно-практических конференциях? Так, добрый день. Хотел бы перед тем, как ответить на вопрос, хотел бы коротко рассказать про нашу больницу. Республиканская больница номер 2 Центра экстренной медицинской помощи выполняет всю экстренную медицинскую помощь, оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в экстренной плановой форме. Ежегодно в приемном покое у нас обращается около 30 с лишним тысяч обращений и около 13 тысяч поступлений. Из них выполняется около 11 с лишним тысяч экстренных и плановых оперативных вмешательств. Исходя из этого развитие хирургической больницы у нас, конечно же, тоже идем много со временем. У нас выполняется очень много высокотехнологичных методов оперативных вмешательств, из которых из 9 хирургических отделений выполняет ВМП 7 отделений. Из них 2 экстренные хирургические отделения, 1-я и 2-я хирургия. Они оказывают всю экстренную хирургическую помощь населению нашей республики. Чем похвастаться, да, допустим, в 2018 году выполнена впервые в условиях нашей больницы кохлеарная имплантация, выполнена операция у 3 больных, а также из инновационных методов оперативного вмешательства это при ожоговых травмах. Результаты операции, конечно же, хорошие. По экстренной хирургии у нас работа ведется в экстренном режиме под научным руководством профессора Винокурова Михаила Михайловича. Вот как раз я Василия Петровича хочу спросить, вообще сколько хирургов-то сейчас работает? Сколько людей в хирургическом отделении спасает жизни людей? Ну, у меня в отделении 14 человек, и во втором хирургическом 16, по-моему. И вот порядка 30 тысяч тех операций, которые были проведены, они большей частью были проведены в вашем отделении? Нет, у нас, как Александр Петрович сказал, 9 отделений хирургического профиля, а у нас в год в моем отделении проводится порядка 1500 операций. Чаще всего это какой профиль? Это экстренная хирургия области грудной клетки и брюшной полости. Я так понимаю, что хирурги в большинстве своем это выпускники нашего медицинского В института. большинстве своем, да. Где они проходят подготовку? Но мы проходим подготовку на базе Северо-Восточного федерального университета. У нас есть свой научный руководитель, вот Александр Петрович сказал, профессор Винокуров Михаил Михайлович. У него, кстати, вот юбилей буквально завтра будет. Вот, поэтому посвящена научно-практическая конференция, которая будет завтра. По его приглашению приезжают очень высокие гости. Академик Кубышкин Валерий Алексеевич, это вице-президент Российского общества хирургов. Вот, профессора с разных университетов вот, будут читать доклады, как раз будем рассказывать про наши инновации, про наши достижения, вот, делиться знаниями. И уверенно смотреть в будущее. Есть возможность поздравить Михаила Михайловича с предстоящим юбилеем? Очень рад этой возможности. От имени хирургических отделений нашей больницы хочу поздравить нашего учителя, нашего научного руководителя, профессора Михаила Михайловича Винокурова с юбилеем. Выразить наше глубочайшее чувство благодарности, уважения ему.
Вот. Я так понимаю, что Александр Петрович тоже хочет присоединиться. Я тоже хочу присоединиться от имени коллектива нашей больницы, республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. И от себя лично хочу поздравить дорогого Михаила Михайловича с его юбилейным днем рождения. Хочется пожелать неиссякаемой энергии, здоровья, крепкого здоровья, счастья и долголетия. Спасибо большое за то, что подошли в студию. Хочется присоединиться к поздравлениям. Михаил Михайлович был и у меня педагогом. Ну а пока, коллеги, мы прервемся на небольшую рекламную паузу.